гости! Добро пожаловать к нам в Чувашскую горницу. Будьте добры, зайдите, посмотрите, как мы живем в Чувашии. Оцените, если чего-то не хватает, помогите, подскажите. Если что лишнее мы сделали, простите нас, извините. Так, в честь нашей встречи, от всей души, от чистого сердца я вручаю вам каравай. Спасибо. Вот есть такие исторические моменты. Мы говорили о переселении в Иркутскую область Чувашии. В 1900 году в Чувашии была сильная засуха. И если мы говорили в 1900 году, у нас в Чувашии уходили то, что было мало земли. И 2-3 семьи переезжала в Сибирь, и потом шла информация о том, что здесь очень богатые земли, что здесь очень много земли, и семьи потихоньку уходили. А в 2020 году это начинались репрессионные времена, это как раз была засуха, это был сильный голод. И также чуваши для того, чтобы сохранить свою себя как нацию, они также переселялись в Сибирь. Сначала приехали 4 семьи. И вот они там же не стали уезжать никуда. Там, где буряты пасли скот, где у них были маломалочные строения, стали строить дома и назвали новолетники. Просто слово «ново» давали. Это было в 907 году. Дома, которые в 907 году построены, еще у нас, они уже, правда, такие плохие, гнилые, но еще есть. В чувашском национальном костюме основную роль играет головной убор. Головные уборы, они достаточно имеют разные разновидности. Они зависят от того, кто его носит. Ребенок маленький носит, девочка, девушка, которая не замужем, или женщина, которая уже вышла замуж. Вот, например, детский национальный костюм. Здесь у нее вот такой небольшой ободочек. Это говорит о том, что она еще девочка, ну, сами знаете, по росту. Ну, вот они так носили. У них, чтобы это все звенело, чтобы все звучало. Значит, а уже более пожилого возраста женщины, они носили головной убор тухья. Это самое необходимое. Если вы обратили внимание, вот головной убор, он имеет вот такие металлические вот здесь манисты. А вообще, раньше делали из монет. Да, это сделалось из монет. Почему это делалось? Это идет еще, если рассматривать чуваши, они появились еще во времена скифов. Тогда были сильные войны. И женщины наравне с мужчинами участвовали в военных действиях. И для того, чтобы защитить себя от луков, от стрел и от сабель, они специально головными уборами так закрывали. Они полностью, это была кольчуга. Маниста, она тоже сделается из монет. А обычно такую манисту делали девушки на свадьбу, да? После свадьбы. После свадьбы одевается. Имеет право девушка одевать после свадьбы. До свадьбы она в таком наряде не ходит. Самое главное, что в национальном костюме нужно обратить внимание, что имеются вот такие вышивки. Вообще чувашские костюмы, они все вышиты. Каждая вышивка здесь, она имеет определенное значение. На вышивке они и обязаны были по вышивке показать свое генеалогическое дерево, к какой семье, к какому роду они относятся. Это мужской костюм уже для солидного мужчины. Мы даже по орнаменту видим, что это мужчина, который, у него есть семья, у него есть дети, соответственно, у него и соответствующие орнаменты. Это говорит о достатке человека, что он уже взрослый человек, состоявшийся мужчина. Это, например, уже говорит о том, что по рисунку видно, это молодой человек, он еще ищет себе девушку, он в поисках. И поэтому, когда, например, приходит молодой человек в таком костюме на посиделку, то девушка уже смотрит, он холостой, значит, можно на него обратить внимание. Настоящий чувашский язык, разговорная речь очень легкая. Если человек хочет научиться говорить по-чувашски, 2 месяца проживет среди чувашей и будет разговаривать как настоящий чуваш. У каждой местности свой местный диалект. Вот, давайте расскажите. Вот, например, я родилась в Октябрьском районе, говорим вот так. Вот. Она 3-го. Да. И там делят
нижние чуваши, средние чуваши и верхние чуваши. Так. У нижних чуваши одна разговорная речь, у средних другая, у верхних другая. Но друг друга они все равно понимают. Вот возьмем один, картошка, да? У картошки 4 названия в Чувашской республике. Вот Щерми, Щеруми, Паранга, Улма. Азбука-то у нас всего... Это русская же, только 4 добавочные буквы. Буква А с галочкой наверху. Буква У с 2 точками наверху. Буква Е с галочкой наверху. И буква С с хвостиком. Вот 4 буквы добавочных. Всего 37 букв в чувашском алфавите. В чувашском, чисто чувашских словах очень мало, очень редко встречаются звонкие согласные. Вот. Звонкие согласные. Поэтому вот мы чувашские, у нас в основном глухие согласные, гласные буквы. И вот когда мы чувашские говорим по-русски, у нас вместо звонких согласных больше выходят глухие согласные. Надо дом говорить, дом, том. Ну все, потому что вот так привыкли. Вот, том. Том пошел, домой, надо сказать, домой пошел, домой пошел, домой пошел, вот так. Чуваши, народ как таковой, они земледельцами, землепашцами были. Они хорошими, но были хорошими земледельцами. Даже Пушкин, проезжая на Кавказ, через Чувашии обратил на их огороды. Как они, говорят, здорово обрабатывали. Такие чистые огороды, у них там прекрасные, они умельцы были для выращивания овощей. Да вообще, значит, ну, скотоводами были, значит. Мужчины, как таковой, значит, у них ремесла были. Вот даже просто детей надо было одевать, обувать, как говорится. Надо бы обувь как такое, значит, качество обуви, лапти были. Вот они. Я даже сам, вот они, как говорится, наглядный пример. Даже дед в свое время хотел, мне было где-то лет 10, наверное, было от роду, хотел научить меня как плести, значит, эти лапти. Посадил, значит, конечно, из меня ничего не получилось, так я не научился плести. Ну, а женщина, ну, женская, это домашняя работа, смотреть за детьми, топить печку, значит, готовить. Семьи были как такие большие. Редко было там 3-4, а то от 5 до 10 и, наверное, даже больше. Улах, посиделки – это старинные обычаи, очень. Вот я помню, вот такой девочкой была, уходили моя сестра и брат, а с маминых слов, мол, знаю хорошо, во время войны собирались на посиделки, назывались красные посиделки. Тогда все для фронта вязали трехпалые перчатки, носки, вот вязали специально для солдат. Во время войны красные посиделки. Чем красные посиделки, или хоть какие посиделки? В посиделках что? Кто что принесет? Девушки все работают. Парни приходили с гармошкой, с балалайкой, поработали маленько, давай попоем, давай попляшем, опять сели, опять работает. Кто придет, кто вышивает, кто вяжет, кто сидит, шерсть теребит, кто нитки сучит, все. И играли разные игры. Игры только, между прочим, все сидячие. Первая эта игра в почту играли. Почта. Но мы на посиделки ходили, все имели в кармане бумагу и карандаш. Всем весят номерки. Вот я, допустим, 1 номер, 2, 3 и так по порядку сколько. И пишем письма друг другу. Почтальона выбрали, кто почтальон. Я пишу, допустим, 3 номеру хочу я письма написать. Или там кто-то хочет в любви объясниться. Пишет
номер написал, почтальон эти письма разносит по номерам. Это почта. В номера играли. В деревнях раньше, в старину даже пожилые люди собирались на посиделки. Это вот с родственниками охота встретиться, некогда. И вот, допустим, моя мама собирает посиделки. Там родственники, то есть в одной деревне, в другой деревне, в третьей деревне. Вот она уже заказывает. Пусть вот этот день придут ко мне на посиделки. Идут люди. Вот они пришли, встретились, долгое время не встречались. Тут они встретились, посидели. Ну, тогда, конечно, женщины, у них не игры, а больше разговоры. За стол сядут, поедят, попьют, чай пьют. И опять разговоры. Национальная кухня чувашей большинства, конечно, картошка, капуста, пироги с разными начинками и разные конфигурации. Ну, кто какая хозяйка что сплетет. С яблоками, с капустой, с картошкой. Вот, все. С творогом. Творогом. В чурме еще есть чувашское блюдо, которое не готовят сейчас. Совсем забыли. Вообще забыли про чурме. Вот сюда расскажи. Ну, ко мне. Но шартан делается как? Берется желудок. Конечно, говяжий желудок-то больше же. И свиного желудка делают тоже. Берется мясо, крошат очень мелко. Очень мелко. Туда чесноку, перцу, лавровый лист. Все смешают и набивают желудок. Желудок набили и варят. Или в кастрюле, или в чем там, ну, сварили. А потом в русской печке было, а сейчас русской печки нет, в духовку. Достают из бульона и на сковородку или что, и духовку. И в духовке жарится этот. Шартан называется по-чувашски. Вот сами это вытащили. За один раз шартан полностью не получится. Вот сегодня вытащили, полежали. На завтра опять. Можно и остудили, снова посадили. Он должен быть, мясо внутри уже почти сухой. Но он настолько вкусный, такого вкуса в супу и где на сковородке жарить, такого вкуса не будет. А это особый вкус имеет. Сывлакла булар, чебейр гайр, телеля булар. Счастливые дороги вам. Будьте здоровы, будьте счастливы. Спасибо большое.